Ситуация с энергетикой в стране остается сложной, и из-за дефицита электроэнергии в республике правительство приостановит даже все платежи, чтобы обеспечить переток из России. Что делать дальше, а также о запуске аэропорта, и работе железной дороги, обеспечении страны топливом. Поговорим обо всем этом с исполняющим обязанности министра энергетики и транспорта Джансухом Нанба. Он сегодня у нас в студии. Джансух Эдуардович, мы рады вас видеть здесь, в нашей студии «Радио Спутник». Добрый день, Нала. Пользуясь случаем, я хотел бы вас поздравить с прошедшим юбилеем. Нам очень приятно, что «Спутник Абхазия» работает с нами. Мы слушаем, смотрим и всяческих побед и успехов желаем вам в вашей работе. Спасибо от всех сотрудников. Мы весь месяц принимаем поздравления. Наша официальная дата 8, но вот весь декабрь у нас будет в этом году праздничный. Перейдем к нашим главным вопросам. Конечно, электроэнергия – это один из важнейших вопросов, который волнует общество. Оплата за переток. Вот до 4 декабря за переток заплатили, мы можем не переживать. Что дальше, что вам известно по этой теме? Да, Нала, к сожалению, традиционно в конце года мы сталкиваемся с дефицитом электроэнергии. Связано это с снижающимся уровнем воды в Чуварском водохранилище. Как следствие, это сокращение объемов выработки электроэнергии комплексом НГУР-ГЭС. И здесь нам не остается ничего другого, как прибегать к приобретению коммерческого перетока электроэнергии в Российской Федерации. На текущий момент финансовое обеспечение перетока у нас есть. Сегодня мы работаем над тем, чтобы отправить очередной транш за электроэнергию. Как вы сказали ранее, на самом деле для бюджетной системы это серьезное испытание. На совещании исполняющего обязанности президента Республики Абхазия были приняты соответствующие решения, даны поручения и Министерству финансов, и всем другим ведомствам. То есть идет оптимизация всех бюджетных расходов. Помимо этого, сама компания «Черноморэнерго» тоже изыскивает средства и участвует, так скажем, в оплате коммерческого перетока. На сегодняшний день мы полностью закрыли ноябрь месяц. Если говорить в цифрах, то в ноябре месяце коммерческого перетока мы потребили в объеме 107 миллионов киловатт-часов. Чтобы понимать, это в прошлом году, если сравнить, или позапрошлый год, это больше, меньше, есть какие-то сравнительные данные у вас? Если сравнивать дефицит прошлого года с дефицитом текущего года, то в ноябре-декабре 2025 года у нас дефицит составлял порядка 190 миллионов киловатт-часов. На эту сумму мы планировали и производили расчеты на аналогичные объемы в этом году, но, к сожалению, так скажем, природные условия, температурные показатели, которые сложились на данном этапе, они привели к тому, что объем выработки именно на НГУР-ГЭС, он существенно сократился. И нам пришлось добавить объем до 236 миллионов киловатт-часов. То есть это та потребность дополнительного коммерческого перетока, который мы запросили у Российской Федерации. Джансух Эдуардович, вы сказали, что и компания «Черноморэнерго» вносит свою лепту в эту сумму, которую платят за переток. Какую часть удается покрыть за счет средств «Черноморэнерго», за счет средств, которые собирают с населения? Я бы не выделял отдельно население, а в целом за счет тех средств, которые собираются за потребленную электроэнергию, это и физические лица, и юридические лица. На сегодняшний день Черноморэнерго уже перечислила порядка 160 миллионов рублей. Это существенная доля, и, в принципе, сейчас работа РУПа поставлена так, что все
возможности, финансовые возможности направляются на покрытие электроэнергии. А если вот посмотреть, сколько за последние несколько лет вложено в энергетическую инфраструктуру, иногда люди вот задаются вопросом, может нам потерпеть, затянуть пояса, может быть, с каким-то жестким веером пожить, но модернизировать систему и за счет этого через, там, не знаю, год-два получить дополнительный объем электроэнергии. Давайте для начала, сколько денег вкладывается в эту инфраструктуру, и вот такая перспектива, если вдруг можно было бы вот эти средства, которые платят за переток, вложить в инфраструктуру, даст ли это какой-то эффект в перспективе? Ну, если говорить в цифрах, то за, так скажем, 22-й, 23-й, да, и текущий период 24-го года в инфраструктуру, а под инфраструктурой я имею в виду увеличение стоимости основных фондов, именно компания Черноморэнерго вложено порядка 1 миллиарда рублей. Да, эта сумма больше, чем была возможность вкладываться ранее, но для понимания ситуации, по предварительным расчетам, для того, чтобы провести так называемую, реализовать программу реновации, суть которой заключается в том, чтобы привести уровень технического состояния нашего электросетевого хозяйства до нормального, рабочеспособного, требуется порядка 6 миллиардов рублей. Это по предварительным оценкам. Естественно, при разработке проектно-сметной документации эта цифра может корректироваться. То есть мы абсолютно вынуждены, да, безусловно, оставить население без света. А я считаю, что отключение свыше 10-12 часов в сутки электроэнергии приведет к практически коллапсу работы всего не только государственного сектора, но и всех остальных отраслей. Сбои. Безусловно, это недопустимо, и поэтому предпринимаются все возможные меры, используются все механизмы для того, чтобы не допустить такой ситуации. Сейчас, как сказал исполняющий обязанности главы правительства, урезали все, да, платежи, которые можно, да, сократить, и вот все уходит на переток. Где-то прибавляется, где-то убывает. Вот сейчас какие страдают, может быть, отрасли, какие приостановлены проекты? Есть ли у вас такая информация? Ну, у меня в целом общая информация, которую давал министр финансов Владимир Делба. Речь идет о сокращении, в первую очередь, расходов на приобретение основных средств, на, так скажем, различного рода товары, услуги, которые, ну, можно отложить или приостановить. Вот. Также важной задачей стоит обеспечение социальных обязательств государства перед гражданами, ну и, безусловно, заработная плата. Вот все это говорит о том, что ситуация сложная, безусловно, сложная, но на сегодняшний день делается все для того, чтобы мы с вами оставались со светом. Хотя и с 4-часовым отключением, ну, это вынужденная мера, на мой взгляд, которая, так скажем, не очень сильно сказывается на нашем с вами быте. Да? То есть 2 часа днем и 2 часа ночью, понятно, тоже доставляет, график, конечно, да, доставляет дискомфорт, но в данной ситуации, мне кажется, что это приемлемо. И интересно еще, что в бюджете 2024 года и в проекте бюджета 2025 года не указаны вот расходы за оплату перетока. Почему в бюджете этого года этого нет? Почему этих расходов нет в проекте бюджета 2025 года? Ну, наверное, отвечая на данный вопрос, необходимо обратиться к истории, да, данного вопроса. Если взять, так скажем, ну, последние 10 лет, условно, с 2015, с 2016 года мы постоянно сталкиваемся с дефицитом. Да, этот дефицит был в меньших объемах на тот период. К 2019
2020 году объем дефицита увеличивался, но ни в одном законе о республиканском бюджете на тот или иной финансовый год никогда не закладывались деньги на, значит, оплату перетока. Связано это было с тем, что каждый год руководству Республики Абхазия удавалось, значит, договариваться с российской стороной путем принятия различных политических решений, да. Значит, чаще всего за переток мы оплачивали за счет инвестиционной программы социально-экономического развития Республики Абхазия, или принимались отдельные решения правительством Российской Федерации, и переток оплачивался из бюджета Российской Федерации напрямую. Ну и для того, чтобы было понятнее, да, о каких средствах идет речь, я могу вас проинформировать, что с 2016 по 2024 год прямых финансовых затрат на покрытие так называемого, да, перетока, в том числе и социального, из федерального бюджета Российской Федерации было потрачено более 10,5 миллиардов рублей. Если говорить о средствах инвестиционной программы, то из инвестиционной программы за этот период было потрачено более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. То есть здесь логика и в прошлом году, значит, преследовалась такая же, да. Были определенные, значит, надежды на то, что этот вопрос удастся решить и так же, как и ранее. Хотя я, наверное, в этом плане был, так скажем, более пессимистичным, да, и при формировании бюджета на 2025 год, как уполномоченное ведомство, я заявился на то, чтобы в бюджете предусмотрели порядка 400 миллионов рублей на переток из Российской Федерации. Но проект еще будет обсуждаться, возможно, какие-то корректировки будут. И вот 3 декабря новость. Утвержден новый состав Республиканского штаба по обеспечению энергетической безопасности и борьбе с незаконными присоединениями к сетям. То есть борьбе с майнингом тут речь идет, потому что решить проблему нужно разными, да, путями. С одной стороны, это и модернизация нужна, это и борьба вот с незаконными подключениями. Что сделал прошлый, да, штаб? Он же продолжал свою работу, и сейчас эта работа будет продолжена. Есть ли результаты существенные? Результаты есть, безусловно. Работа в этом направлении, значит, продолжается на протяжении нескольких лет. Нами был проведен, значит, специальный тест по определению, да, потенциального объема потребления на майнинг, на производство криптовалют еще в начале этого года. Вот, тогда результаты показали, что предполагаемые, опять же, да, объемы электроэнергии, которая потребляется на производство криптовалюты, это порядка 40-43 мегаватт. Вот, совсем недавно, позавчера, мы проделали ту же самую работу, и цифры подтвердились. Они остаются на тех же параметрах. Да, это порядка 45 мегаватт. Что это значит? Это значит, что порядка 1 миллиона киловатт-часов в сутки мы с вами тратим на майнинг. Для, значит, информации, среднесуточная потребность Абхазии в электроэнергии составляет 8-8,5 миллионов киловатт-часов. То есть 1/8? Да, совершенно верно. И в этой связи хотелось бы обратиться к людям, которые занимаются этой незаконной деятельностью. Если в летние периоды это не так сказывалось, да, на наших гражданах, то сейчас майнинг несет, ну, просто
критически негативный эффект на благосостояние нашего населения. Это деятельность, которая должна быть приостановлена. Она должна быть свернута, потому что мы стоим перед угрозой, что наше население может остаться без электроэнергии. К сожалению, или, может быть, для кого-то к счастью, да, конъюнктура самой криптовалюты на сегодняшний день складывается так, что майнить очень выгодно. По моим сведениям, цена биткоина, по-моему, бьет все рекорды. И, естественно, у людей возникает соблазн. Но это не говорит о том, что из-за майнинга мы должны оставить население свое без электроэнергии. В этой связи завтра уже будет проведено первое заседание штаба по борьбе с майнингом. Валерий Рамшухович проведет первое заседание. И та работа, которая проводилась, с еще большим усилением будет продолжаться. И я очень надеюсь, что результаты мы увидим. А результаты – это обязательно в установленном порядке выявлены и изъяты машинки, так называемые, ну и, как следствие, сокращение объемов потребления. Для нас 1 миллион киловатт-часов в сутки – это очень большой объем, а если говорить в рублях, то это порядка 4-4,5 миллионов рублей в сутки. Поэтому здесь мы должны приложить все усилия. Я думаю, что население нас в этом поддержит. Ну, реально, мы все должны понимать, мы все друг друга знаем, все мы родственники, все мы друзья. И туда, так скажем, куда еще не смогли добраться правоохранительные органы, моя просьба и обращение ко всем гражданам. Давайте проявим самосознательность. Сейчас тот период, когда крайне важным является сократить объемы потребления. Джансух Эдуардович, вообще тема энергетики – это большой разговор, и в рамках, я думаю, даже одной программы не хватило бы, но у нас еще много вопросов и про транспорт, и про топливо. Пользуясь возможностью, хочу и про это спросить. Вот завершим этот блок про энергетику, про цену, да, вот обсуждают, что в 2025 году должна была подняться цена, сейчас говорят, возможно, заморозят, и у вас какая информация, какие обсуждения в правительстве идут, есть смысл в том, чтобы приостановить действие закона, и вообще дает ли эффект повышения цены, платят ли люди активнее или наоборот стали меньше платить, вот про всю ситуацию. Обсуждения данного вопроса идут, озвучиваются различные точки зрения, но я могу лишь констатировать, да, результат за прошедшие 11 месяцев. На сегодняшний день у нас собираемость за текущий период составляет порядка 47%. Если говорить о денежном эквиваленте, то это 1 миллиард 350 миллионов рублей, которое получила компания Черноморэнерго за реализованную электроэнергию. При этом не может не беспокоить уровень задолженности, который остается, да, более 54% это задолженность на текущий момент, которая не покрывается. При этом, на мой взгляд, основная задача наладить работу первой, значит, самое главное, в части учета электроэнергии, потребления и оплаты. В этом вопросе тоже есть ряд технических проблем. Все это связано с состоянием нашего сетевого хозяйства, с состоянием оборудования и так далее. В этом направлении тоже идет работа. Все это связано также с установкой приборов учета, так называемых счетчиков. Это неотъемлемая часть работы по, так скажем, по оптимизации всей отрасли в целом.
Хотелось бы, чтобы эта работа имела, так скажем, лучшие результаты. Но, опять же, это вопрос, который затрагивает и определенное финансовое обеспечение. Приобретение счетчиков, установка, все это требует и финансовых, и трудовых затрат, ну, естественно, требует времени. Но на сегодняшний день из почти 90 тысяч абонентов у нас новыми приборами учета обеспечено порядка 25 тысяч абонентов. При этом упор делается в первую очередь на юридические лица. Вот. Ну и, естественно, работа идет с абонентами, которыми являются граждане Республики Абхазия, то есть население. И завершающий вопрос. Впереди самые холодные месяцы, да, и с точки зрения поступления налогов весной обычно вот активизация вообще деловой деятельности приходится на летний туристический сезон. Вот к чему готовится правительство, какие у вас планы, как быть дальше вообще, как пережить вот эти холодные месяцы? Ну, впереди выборы, я понимаю, нас ждут, да, президентские, которые... много политических мероприятий, Да. событий нас ждет, но проблемы никуда не деваются, к сожалению, проблемы остаются. Ну, естественно, правительство уже сегодня думает о том, как мы вступим в Новый год, какими средствами будем располагать, какие возможности даст нам комплекс Ингургэс, какой объем перетока придется нам приобретать. Все эти вопросы ежедневно обсуждаются. И очень надеюсь, что мы найдем решение. Кстати, Ингургэс ремонтировался тоннель, и говорили о том, что объем поставок электроэнергии увеличится тогда. Но все равно на самом деле... Там потери воды в тоннеле, и что если после ремонтных работ будет лучше работать Ингургэс, больше объем воды, следовательно, больше электроэнергии. Если вы о последних ремонтных работах, да, которые были в этом году, то они были связаны с аварийным обвалом бетона в тоннеле. Ранее были ремонтные работы проведены, может быть, год-полтора. Капитальный ремонт, да, капитальный ремонт деривационного тоннеля. Ну, честно говоря, не знаю, откуда у вас такие сведения. Но потери воды были в этом тоннеле? Были не то, что потери воды, а ухудшение технического состояния тоннеля приводит к высокой аварийности. То есть, если говорить совсем простыми словами, то любой обломок, да, отвалившийся в тоннель или попавший в тоннель, может нанести непоправимый ущерб турбине, которая выйдет из строя, не будет работать и так далее. Но насколько, так скажем, ремонт тоннелей может увеличить объем выработки, мне сложно сказать. Скорее всего, это не соответствует действительности. Ремонтные работы проводятся, но, к сожалению, все же объем воды, да, имеющийся на текущий момент, его, конечно же, недостаточно. Хорошо, наверное, на этом вот блок про энергетику завершим и перейдем к теме транспорта. Все с нетерпением ждут, когда же все-таки будет запущен Сухумский аэропорт. Уже технические рейсы пробные, да, Джансух Эдуардович, были. Расскажите подробнее, вот на какой сейчас стадии работы там? Да, мы можем с радостью проинформировать вас о том, что первый этап, так скажем, подготовка аэродромной инфраструктуры практически завершена. Были успешно проведены технические облеты. Это значит, что специалистами подтверждена техническая готовность аэродрома к принятию гражданских судов. Вот. Работы по обустройству аэровокзального комплекса, другой инфраструктуры, необходимой для полноценной работы аэропорта, она продолжается. Работа ни на один день не останавливается. И сегодня, если есть у кого-то возможность, да, как-то со стороны понаблюдать за стройплощадкой, то можно невооруженным взглядом увидеть, как все активно там
проходит. Так скажем, для общей информации могу вот поделиться следующими техническими данными. В среднем ежесуточно на стройплощадке одновременно задействованы более 400 человек и более 110 единиц техники. Ну, наверное, со времен завершения нашей Отечественной войны это крупнейшая стройка. Ну и, наверное, самая важная и стратегически значимая стройка для нашей страны и для нашего будущего. Поэтому мы надеемся, что все работы будут завершены в установленные сроки. И как только будут сняты все вопросы, которые есть на сегодняшний день, я имею в виду вопросы организационного характера, вопросы, связанные с авиакомпанией, которую должна определить Российская Федерация, будут уже понятны графики, время прилета и улета, так скажем, пункты назначения, куда можно будет летать из международного аэропорта Сухум. И мы с вами сможем пользоваться услугами нашего аэропорта. Но пока нет договоренности, в какие города можно будет из Сухума летать? Нет, конечно, пока конкретно, так скажем, подписанных соглашений, договоров нет. Все это в процессе обсуждения, то есть оператор занимается организацией, так скажем, воздушного сообщения. Технически мы готовы, но есть ряд других организационных вопросов, которыми они занимаются. И я думаю, что уже к концу этого года у нас будет уже более точная картина происходящего. Джансух Эдуардович, вы сказали 400 сотрудников. Сейчас там на стройплощадке. Я подчеркиваю, то есть их больше? Да. Конечно, здесь же речь идет только о, значит, инженерно-техническом составе, да, людей, которые непосредственно участвуют в стройке. Очень большое количество людей, в том числе и наших граждан, уже приняты на работу единым оператором аэропорта. Естественно, они сейчас проводят подготовительные мероприятия, обучаются, готовятся. Все эти процессы проходят параллельно. А какое количество именно местных граждан сейчас работает там, вот трудоустроено, если вообще об эффекте для экономики говорить? Ну, если мы говорим о сотрудниках, которые приняты на работу именно оператором аэропорта, да, то есть это люди, которые будут не задействованы в стройке, а будут работать в дальнейшем, то почти 85-90% это граждане Республики Абхазия, проживающие у нас. Очень многие обучаются сейчас, и мы очень надеемся, что в скором времени мы по своему кадровому и профессиональному составу сможем заместить все вакантные и вообще имеющиеся профессии в аэропорту. Если так коротко поговорить про эффект для экономики, уже, наверное, можно говорить о стройке идут, какие-то строительные материалы, люди задействованы, какой-то транспорт, вокруг инфраструктура уже меняется, люди под реалии, да, приспосабливаются. Вы могли бы вот сказать, на какой эффект запустят аэропорт, на какой эффект рассчитываете, что произойдет? Ну, в первую очередь я хотел бы проинформировать о том бюджетном эффекте, который мы имеем уже сейчас. Вот всем известно, да, что строительство аэропорта реализуется в рамках межправительственного соглашения, которое предусматривает ряд очень серьезных льгот в части налогообложения, в части таможенных платежей и так далее. Но, несмотря на это, если взять, так скажем, прямой бюджетный эффект от компании, которая занимается, да, реализацией, мы уже имеем порядка 300 миллионов рублей. То есть 300 миллионов рублей – это деньги, которые поступили непосредственно от компании, которая занимается реализацией. Я не говорю о средствах, которые поступают в бюджет от генерального подрядчика, да, который занимается стройкой
естественно, уплачивает все налоги в рамках национального абхазского законодательства, да. Я не говорю о субподрядных организациях, которые тоже выполняют часть работы. Этот эффект можно будет оценить уже по результатам, да, этого года. Вот, я думаю, соответствующие органы обязательно дадут нам аналитическую справку по эффекту. Ну и, безусловно, здесь нужно иметь в виду мультипликативный эффект, да, то есть это рабочие места, это зарплата, которую получают люди. Ведь всего бы этого не было, да, если бы этот проект не был бы запущен. А это только начало. Дальше, с момента его запуска, безусловно, с увеличением турпотока, пассажиропотока, мы с вами будем экономический эффект ощущать на каждом этапе. С электроэнергией вот у них возникают ли проблемы обеспечить аэропорт бесперебойным электричеством? Это Конечно, важная задача. С одной стороны, в условиях ограничений. Являясь неотъемлемой частью, да, нашего с вами общества, они тоже сталкиваются с этими проблемами. И в этом плане нами достигнуты определенные договоренности. Мы с помощью инвестора реконструируем, значит, передающие сети, которые подходят к аэропорту, а они, в свою очередь, обеспечивают системами, которые позволяют использовать альтернативные источники питания. В первую очередь, это дизельные генераторы, которые будут вырабатывать столько энергии, сколько нужно и когда нужно. То есть, начиная реализацию подобного проекта, инвестор абсолютно объективно понимал, что есть серьезные проблемы с энергообеспечением в стране, и в этой связи для решения этой проблемы предусмотрены соответствующие мероприятия, которые этот вопрос снимают. То есть с нашей стороны нет таких обязательств обеспечить электроэнергией аэропорт в полном объеме? Нет, у нас есть обязательства по предоставлению, да, определенного объема мощности, но благодаря инвестору мы вот сейчас занимаемся реконструкцией подстанции Дранда, это ближайшая подстанция, которая будет, значит, подпитывать. Мы занимаемся строительством новой ЛЭП, значит, к аэропорту. Все это делается за счет средств, которые выделяет инвестор. Это распределительные сети, получается. Мощности... То есть высокие и распределительные, да, все, что необходимо для того, чтобы довести качественный свет до самой территории аэропорта, это задача, которую выполняем мы, но, подчеркиваю, за счет финансовых средств инвестора. То есть в этом плане инвестор взял на себя обязательство не только обеспечить, да, необходимую систему снабжения внутри аэропорта, но и, значит, позволяет нам свою инфраструктуру подтянуть для того, чтобы все это работало. Еще один важный проект — Абхазская железная дорога. Да, она за последние годы показывает очень хорошие результаты. Объемы перевозок по железной дороге увеличиваются. Что дальше? Вот вы, как исполняющий обязанности министра, расскажите, какие планы по расширению возможностей Абхазской железной дороги и как сами оцениваете результаты? Ну, результаты можно оценить, исходя из тех цифр, которые мы видим. Если брать, допустим, последние 2 года, 22-23 год, объем перевозимых грузов увеличился практически в 2 раза. Если мы говорим о пассажиропотоке, да, то он с такой стабильной положительной тенденцией увеличивается каждый год у нас. Вот. В части развития в целом транспортной инфраструктуры, вот вы упомянули о проекте, который реализовывается, да, у нас в Очимчерском порту, это строительство интермодального контейнерного терминала. Это тоже большой шаг, так скажем, в развитии нашей транспортной инфраструктуры. Мы ждем, что в ближайшее время он официально будет сдан в эксплуатацию и заработает
так скажем, на полную мощность. Все это дает нам возможность увеличивать грузопоток, в первую очередь, транзитный, внутренний, импорт для внутреннего потребления, но более перспективным, так скажем, и более выгодным для государства рассматривается транзитные грузы. Вот. В этой части тоже огромная работа проделана, но будем надеяться, что вот те положительные тенденции, которые есть в области, в отрасли транспорта, они у нас будут сохраняться. Если говорить непосредственно о компании Арупия, да, Абхазская железная дорога, то здесь нужно отметить следующие моменты. На протяжении 2 с лишним лет только в увеличение стоимости основных фондов вложено более 110 миллионов рублей. Хотелось бы отметить, что заработная плата сотрудников тоже увеличивается, да, по мере возможности. То же самое происходит, и вот ранее мы говорили с вами о компании Черноморэнерго, это тоже имеет место. Практически в 2 раза по сравнению с 2022 годом увеличилась заработная плата в компании Черноморэнерго. Средняя заработная плата на сегодняшний день составляет порядка 40 тысяч рублей. В Абхазской железной дороге чуть-чуть поскромнее цифры, там порядка 25 тысяч рублей средняя заработная плата. Но это тоже достаточно хорошая динамика, и с, так скажем, ростом, да, объемов грузов, с ростом количества пассажиров, которые будут пользоваться нашей железной дорогой, мы уверены, что результаты будут гораздо лучше. Если говорить об объемах вложенных денег в транспортную инфраструктуру за последние 2 года, например. Я и сказал, если брать отдельно, да, Абхазскую железную дорогу, то это порядка 110-120 миллионов рублей. Если рассматривать инвестиционный проект, контейнерного терминала, то, как вам известно, этот проект реализуется в рамках программы льготного кредитования российскими банками. И там, стоимость проекта составляет более 700 миллионов рублей. То есть кредитных средств привлечено более 700 миллионов рублей. Все эти средства пущены на строительство, на приобретение соответствующей спецтехники. Кстати, есть и уникальные виды техники, которые даже в России не встречаются. Поэтому в этом плане, понимая, что потенциал развития для транспортной инфраструктуры в целом есть, мы двигаемся в этом направлении. Но пока Абхазская железная дорога продолжает, не Абхазская железная дорога, а абхазский бюджет продолжает выплачивать кредит железнодорожный. Несмотря на то, что железная дорога наращивает объемы перевозок, но вот, если я не ошибаюсь, к 30 году, да, мы с долгами должны расплатиться. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Финансовый результат, к сожалению, все еще в Абхазской железной дороге отрицательный. То есть по итогам года они показывают убыток. Но этот убыток существенно сокращается. И мы надеемся, что в ближайшем будущем, да, им удастся выйти в плюс. Связано это с тем, что железнодорожный транспорт – это огромная инфраструктура, это огромные затраты. А вы знаете, в каком состоянии находится транспортная инфраструктура в части, да, железной дороги, требует достаточно серьезных вложений. Это и подвижной состав, это и мосты, мостовые переходы, различные сооружения, то есть само полотно. Все это требует того, чтобы как минимум поддерживалось в состоянии рабочеспособном. Поэтому вот такие темпы, которые мы наблюдаем, да, за последние несколько лет у железной дороги, дают нам основание полагать, что через некоторое время они выйдут в плюс, то есть начнут, да, получать какую-то прибыль. А железнодорожный кредит, да, он регулярно
погашается. И если мне не изменяет память, то на 1 января 2026 года по прогнозу, да, Министерства финансов сумма задолженности должна составить порядка 980 миллионов рублей. То есть, естественно, погашение кредита идет. Джансух Эдуардович, и вот последний блок про топливо. Хотела бы узнать, как правительство готовится к летнему туристическому сезону, как избежать дефицита, и что будет с ценой в новом году? Актуальная тема, тем Давайте более... с дефицита, да, я сразу все вопросы. Да, конечно. Надо вообще уточнить, да, о каком дефиците идет речь. Все мы с вами помним, что в течение этого года у нас были определенные, так скажем, волнения в области топлива, да, по вопросам топлива. Дефицита в стране у нас по топливу не было. Был дефицит у отдельных топливных компаний. Историю всю пересказывать сейчас не буду, все мы прекрасно это помним. Связано это было с определенными решениями, да, которые были приняты правительством Российской Федерации. Я бы хотел сказать о результатах, да, что удалось сделать нам. На текущий момент крупнейшие топливные компании Республики Абхазия имеют прямые коммерческие контракты с компанией «Роснефть». Как вам известно, компания «Роснефть» наделена исключительным правом на сегодняшний день поставлять в Абхазию топливо. Или нефтепродукты в целом, да, если мы говорим о топливе. Вот. В этой связи нам удалось снять вот этот кризис, который мы наблюдали, значит, в начале года, в середине года. Все наши компании, крупные топливные компании, имеют равные условия для того, чтобы приобретать. Да, это один поставщик, но у всех у них равные условия. И на основании формирующейся, да, рыночной цены каждая компания выбирает тот или иной лот, приобретает, поставляет. И говорить о том, что мы прогнозируем какой-то дефицит, не приходится. Вот. Традиционно зимне-весенний период, он, так скажем, отличается небольшим спадом потребления. У нас обычно пик потребления подходит к курортному сезону. Ну, я уверен, что и к курортному сезону, учитывая те инструменты, которые есть сегодня у наших топливных компаний, у нас каких-либо проблем с топливом не будет. Что касается цены, здесь, вы знаете, действует инструмент государственного регулирования. Регулирование государством цены на топливо заключается в установлении предельных надбавок к стоимости. То есть все компании, которые ввозят топливо в Республику Абхазия, должны, значит, установить цену, не превышающую ту надбавку, которая устанавливается государством. К сожалению, цена на рынке, да, в Российской Федерации, она меняется, сложно прогнозируется. Вот. Очень часто, допустим, возникает вопрос, почему в близлежащих регионах, да, к нам, в близлежащих регионах Российской Федерации, цена на топливо меньше, да, а иногда бывает больше. Здесь все очень просто. В Российской Федерации работает так называемый демпферный механизм, который позволяет сбалансировать цены на топливо на внутреннем рынке. И там работает очень сложный механизм, который в зависимости от движения цены на внутреннем рынке работает то в одну сторону, то в другую. Это значит, что в какие-то моменты из бюджета Российской Федерации выделяются дополнительные субсидии на поддержание цены, а когда цена меняется в другую сторону, наоборот, топливные компании, которые занимаются реализацией топлива, они платят в бюджет. Поэтому у нас такого механизма нет, и, к сожалению, мы не можем воспользоваться подобным инструментом. Цена привязана непосредственно к рыночной стоимости. То есть, если цена на рынке
идет вниз, то, используя наш механизм регулирования, внутренние цены у нас тоже идут вниз, как это было, допустим, в августе месяце, да, когда практически стоимость 92-го бензина в Абхазии была на уровне или даже чуть ниже, чем в том же Краснодарском крае, да, в Сочи. Сейчас разница есть. Сейчас конъюнктура рынка складывается так, что у нас внутренняя цена чуть больше. Но мы отслеживаем ситуацию, пытаемся в рамках, да, своих возможностей как-то постоянно быть на оперативном контакте с топливными компаниями, и все возникающие вопросы решаем коллективно. Джансух Эдуардович, спасибо вам большое за большое интервью, за то, что ответили вот и по энергетике, и по транспорту, и по топливу. Мы вас будем рады видеть еще. Спасибо. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить нашим слушателям, у нас в студии был исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Джансух Нанба. Мы говорили о проблеме электроэнергии, о транспорте и топливном